Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на неделю с 13 по 19 апреля 2020 года. Посмотрим, что ждет скорпионов на этой неделе. Итак, карта недели туз трефовый. Для тех, кто еще в поиске партнера, для тех, кто в паре отношения, для тех, кто в ссоре, для тех, кто работает по найму, у кого свое дело. Финансы. Это у нас проблема, это удача и совет. Замечательная карта выпадает скорпионом, туз трефовый. Карта неоднозначная, карта, связанная с Венерой. Карта, связанная с соглашениями и комфортом. Да? Когда мы любим, чтобы вокруг нас все было красиво, чтобы мы были красиво одеты, хорошо выглядели, чтобы у нас были какие-то вот украшения, которые нас радуют. Это может быть и то, что в доме, да, то есть какой-то комфорт в доме, мебель, какие-то безделушки, шторы и так далее. Вот это все для скорпионов становится важным. То есть вот эта красота, уют и взаимоотношения. Взаимоотношения как договор, да, договорные какие-то взаимоотношения, когда мы что-то для одного человека делаем, а он нам в обратную что-то возвращает. То есть это не просто вот забота, которую мы отдаем и ничего не требуем взамен. Нет, у нас здесь какие-то взаимные обязательства. И, возможно, придется скорпионам договариваться на этой неделе либо со своими вторыми половинками, либо с детьми, либо с работодателями, либо с партнерами, клиентами и так далее, и так далее. То есть здесь карта, которая нам обещает очень хорошее соглашение, договор, выгодное, взаимовыгодное. Карта говорит о том, что нам общаться будет комфортно, мы сможем не просто какую-то выгоду для себя получать, мы еще и будем счастливы от того, что мы с какими-то людьми общаемся. Очень хорошая карта для того, чтобы входить в какие-то отношения, заключать договоры. Очень хорошая карта для консультаций, кто этим занимается. Допустим, по интернету, да, кто-то зарабатывает с помощью консультаций. Замечательное время. Ну и также для любых переговоров, для любых бесед с глазу на глаз, когда мы можем сказать человеку что-то важное, что-то сокровенное и верим, что нас поймут правильно. Но также карта это может говорить и о том, что мы совершаем какую-то ошибку. Если, допустим, мы видим, что на нас как-то неправильно реагируют, или какие-то люди не выполняют своих обязательств, либо мы сами их не выполняем, то тогда это может создать проблему, причем на долгий срок. Здесь нужно быть осторожными. Кроме того, здесь могут быть и какие-то явные недоброжелатели, да, вот по этой карте идут, и даже те люди, которые могут как-то на нас очень так активно нападать. Поэтому здесь, конечно, нужно быть осторожными и выбирать то окружение, с которым мы работаем, общаемся, живем и так далее, и так далее. То есть карта говорит о том, что если мы входим сейчас в какое-то соглашение, в какой-то союз, это надолго, и нам придется потом с последствиями своего выбора долго жить, да, то есть придется общаться как раз уже с теми людьми, выполнять те обязательства, которые мы на себя взяли. По этой карте очень часто идет сделка, идет заключение брака или там предложение руки и сердца. Это может быть какая-то помолвка. В то же время, если вы от какого-то человека ждете ответ, то карта говорит о том, что он может как раз быть таким, какой вас устроит. Это карта также подарков, дорогих подарков, которые тоже могут долгое время нам служить. Теперь карта для тех, кто в поиске партнера. Десятка бубновая в сочетании вот с тузом говорит о том, что как раз появится та долгожданная информация, которая вам нужна. Как раз тот ответ вы услышите, который хотите, и вы можете найти тех людей, с которыми хотите отношения начать, да,
причем долгосрочные, те люди, которые, скорее всего, надолго с вами останутся. Поэтому вот по этой карте нужно обязательно быть открытыми. Вот если, допустим, вы даже не ждали, что можете познакомиться с кем-то, то вот вполне возможно у скорпионов на этой неделе такое знакомство произойдет. Тем более это же общие интересы, да, то есть вам с этим человеком будет о чем поговорить. Может быть, у вас профессиональная какая-то ну, как бы общая такая атмосфера, да, может быть, у вас вы читаете одни книги, может быть, вы чему-то учитесь одному и тому же. Может быть, у вас какое-то свое представление там о жизни, о мире, вот у вас они совпадают. То есть человек, с которым очень комфортно общаться, и те люди, которые войдут в вашу жизнь, дорогие скорпионы, на этой неделе, они вот как раз могут долго вас радовать. Для тех, кто в паре, шестерка бубновая выпадает. И здесь, конечно же, карта говорит о том, что для тех, кто в паре, но еще не в браке, это вот явно предложение руки и сердца. Причем это, скорее всего, даже уже благословение родителей. То есть, может быть, допустим, это какая-то помолвка, когда уже собираются вот близкие родственники, да, близкий круг, друзья. Вполне возможно. Дальше по этой карте еще может быть, допустим, если была ссора, вот вы, допустим, не могли никак договориться по какому-то общему, ну, одному вопросу, да, вот как раз вот на этой неделе вы можете договориться, вы можете помириться, решить как раз вот этот вопрос. И если, допустим, там для кого-то было важно решить вопрос там с браком, с ребенком или еще какие-то вопросы, которые касаются вашего статуса в паре, это вообще без проблем решится, это легко решится, причем все обстоятельства будут этому способствовать. Если же вы уже в браке давно, то у вас здесь просто очень гармоничные какие-то отношения, вы можете тоже решить какие-то наболевшие вопросы. Причем это сделать очень легко и комфортно и приятно. Ну и также вот для вас могут открываться какие-то новые возможности в ваших взаимоотношениях. Как-то на новый уровень могут переходить ваши отношения. Также карта говорит о том, что если, допустим, у вас был такой вопрос, оставаться вам вместе или нет, карта говорит о том, что да, нужно быть вместе, вы действительно друг другу подходите. И, скорее всего, вот то, что вам мешало, оно как раз проясняется, либо уходит из жизни на этой неделе. Для тех, кто в ссоре, восьмерка червовая выпадает, она говорит о том, что вы очень хорошо сможете понять друг друга на этой неделе, вы сможете помириться, но здесь обязательно условие быть открытым в плане эмоций и чувств, не скрывать свои чувства, говорить то, что вы чувствуете. Обычно как бывает, мы, допустим, хотим согласиться, но вот что-то нас толкает, мы говорим что-то противоположное. Так вот, вот этого делать не нужно. Вот что хотите, да, вот что чувствуете, то и вслух нужно говорить. Тогда вот есть возможность решить конфликт. Это вообще карта семейная, карта, когда вы переходите на такой более доверительный уровень отношений, когда у вас они уже серьезными становятся. Поэтому вот не испортите сами, да, вот то, что вам дано. А для тех, кто работает по найму, валет пиковый говорит о том, что для вас может какая-то либо новая работа начаться, допустим, это может быть даже там удаленная работа, но все-таки вот на этой неделе может быть начало какого-то проекта, либо вступление в должность, либо начало испытательного срока. И вот по этой карте вы, скорее всего, будете чувствовать себя не совсем в своей тарелке, может быть, вам не хватает какого-то опыта, знаний, и вы будете заниматься тем, чтобы вот повышать его, улучшать вот это свое состояние, да, чтобы вы чувствовали себя больше профессионалом. То есть, ну, скорее всего, учиться тут будете. Но также карта говорит о том, что вами могут воспользоваться, если, допустим, вы уже взяли на себя какие-то обязательства и что-то не учли, да, то может быть вот
на вас, допустим, либо какую-то ответственность навешивают лишнюю, да, либо, допустим, вы договор заключали и не проверили, вернее, не прочитали как следует, смысл его не поняли, какой-то там мелкий шрифт пропустили, да, и вот здесь вот могут вашей наивностью воспользоваться. Но, в принципе, вот здесь сочетание карт хорошее, это как вхождение в новый цикл, в новый проект, на новую работу, да, в новый коллектив. И, в принципе, карта-то комфортная. Самое главное тут, что нужно понять, что если не хватает навыков, нужно их приобретать как можно скорее. Тем более, что к вам, скорее всего, отношение будет такое, как это сказать, как дружеская, да, то есть вам будут стараться все помочь, хотя, может быть, и будут проверять вас, может быть, провоцировать, да, на что-то. Если же это та же самая работа, то вот здесь может быть просто какое-то новое направление, либо после какого-то перерыва может снова начаться работа, и вы как бы чувствуете, что вам что-то подзабылось, что-то нужно заново там подучить, понять и так далее. То есть все равно какое-то такое состояние как бы некомпетентности присутствует. Но это все как бы легко убирается, да. Для тех, у кого свое дело, девятка трефовая, она как раз говорит о том, что у вас может быть очень много работы, если вы измените какие-то процессы, вот измените какой-то ход вещей, порядок действий, может быть, да, вот какой у вас привычен был в вашем деле, в вашем бизнесе. Скорее всего, нужно искать какие-то новые ходы и выходы, нужно становиться более индивидуальным, чтобы люди могли вас узнавать, чтобы у вас было имя, марка, вот какой-то род услуг особый, да, чтобы вот именно вы так могли только себя проявлять. Кроме того, эта карта говорит о том, что нужно быть очень внимательным при заключении сделок, заключении партнерства, потому что как бы либо вы что-то недосказываете, да, либо, может быть, вы стараетесь, может быть, больше взять для себя, чем дать партнеру, да, и вот здесь тогда могут быть какие-то сложности. То есть здесь вот карта рекомендует быть человеком, как бы разбираться в людях, конечно, да, но в то же время нужно стараться быть максимально искренним, честным и правдивым, чтобы, если, допустим, заключаются какие-то новые соглашения, договоры, партнерства, сделки и так далее, чтобы не было потом как бы разлада между вами и вашим партнером, когда какая-то недосказанность или какая-то неправда выйдет наружу. То есть вот здесь вот нужно быть осторожными. Но вообще эта карта как бы хорошей занятости. У вас, может быть, появляется помощник, вы кому-то можете дать высокую должность, да, может быть, это человек, который с вами долгое время будет, но только вот смотрите, чтобы не ошибиться, потому что как бы тут какая-то хитрость все-таки присутствует, да, какая-то, может быть, манипуляция. Либо вы сами можете манипулировать человеком. То есть вот здесь вот надо быть осторожней. И не нужно брать друзей на эту должность. Нужно, знаете, вот такую дистанцию соблюдать в отношениях все-таки, не слишком приближать. То есть те люди, с которыми мы работаем, это все-таки не наши друзья и не наша родня. Да? То есть вот нужно, чтобы было вот что-то такое у нас, как сказать... в общем, дистанция. И еще что хочу сказать по этой карте. Может быть, вы сами не понимаете пока что ситуацию целиком. И, может быть, цепляетесь как-то за то, что было раньше. Либо цепляетесь за тот источник дохода, который был раньше. И это может вам навредить. Все-таки вот здесь нужно в новое заходить. Все-таки новое для вас важно. Хоть, конечно же, старое тоже вам еще послужит. Но все-таки... за него лучше не цепляться, да, вот, что останется, то останется, а вот сосредоточиться на новом лучше. Кроме того, здесь может быть
какая-то у вас неясность есть или запутанная какая-то ситуация, а вы входите в отношения, заключаете договор или еще что-то такое, то есть сами для себя еще что-то не поняли, и уже ну, берете на себя какие-то обязательства. Вот здесь вот осторожнее, нужно до ясности дойти. Когда уже у вас все ясно и понятно, только тогда уже договариваться. Деньги. Семерка трифовая говорит о том, что могут быть лишние какие-то траты, расходы, может быть даже вот из-за того, что есть люди, которые пытаются манипулировать вами, вашими деньгами, направить не в ту сторону, там соблазнить на взятие кредита, на какие-то там еще долги, да, то есть вот здесь это, конечно, не очень здорово, но карта говорит о том, что нужно, короче, как список иметь, да, своих трат. То есть не нужно тратить лишнего, не нужно, нужно вообще приберечь деньги. Также карта говорит о том, что, может быть, неизбежно придется тратить ну, какое-то немаленькое количество денег на дом, быт, семью, которые, знаете, вот деньги, которые вот уходят, просто кажется, там пошел в магазин там с 1000, ничего не купил, да, и вот такое разочарование, вроде бы деньги потратил, в то же время нет достаточно того, что хотелось бы купить. Вот еще какое-то такое может быть ощущение. Так, что еще здесь может быть? Какие-то могут быть временные сложности, да, вот, может, сложные времена просто в деятельности, и может быть какая-то задержка вот в деньгах. Ну и все же вот я как бы настаиваю на том, что вы сами можете тут разрушать свои финансы. Вот вы сами как-то себя ведете так, что ваши деньги могут таять, ну, или не туда уходить. Ну и также здесь может быть, знаете, либо усталость, либо растерянность, либо раздражение. И это, конечно, влияет и на работу, и на деньги. То есть, ну, здесь немножечко сложно, да, с деньгами происходит, но в то же время может быть прибыль из нескольких источников мелких. То есть хотя бы вот это радует. Хотя больше здесь, конечно, отрицательного, чем положительного. Все-таки по мелочи приходит денежка. Для проблемы выпала десятка. Пиковая карта говорит о том, что, скорее всего, вы сопротивляетесь переменам, об этом мы уже говорили. Вы не хотите менять круг своих знакомых, друзей, помощников, не хотите менять свои привычки, скорее всего, образ жизни, а это необходимо. То есть вы можете таким образом тормозить, вот как бы тормозить свое развитие, тормозить процесс своего улучшения, да, улучшения своей жизни. Вы можете просто находиться привычно в каких-то условиях, да, и цепляться за это. То есть столько возможностей у вас, столько как бы будущих улучшений закладывается на этой неделе, а вы можете просто пропустить это из-за приверженности вот к старому. Удача, шестерка бубновая, это как раз карта будущего, да, вот именно удача в том, чтобы сконцентрироваться на будущем, сконцентрироваться на своих целях именно далеких. Да, нужно поставить себе не просто какие-то близкие цели, допустим, на месяц и даже на год, а может быть нужно даже еще дальше поставить, чтобы вам было легче, ну, оценивать, что ли, ситуацию. Допустим, у вас сейчас какой-то простой, да, и если у вас близкие цели, вы можете сказать, что вот у меня все плохо. Но если у вас какие-то далекие цели, вы понимаете, что как бы время есть, и вы еще все исправите, и у вас уже нет такого негативного взгляда на то, что происходит. То есть вот вам вот эти далекие цели могут прям помочь. Кроме того, у вас будет очень хорошая интуиция на этой неделе, и вам бы желательно на нее обращать внимание. То есть, знаете, вы как будто бы будете чувствовать вот это будущее, предвидеть, но из-за привычных каких-то взглядов на жизнь, на образ жизни, на других людей, вы можете просто отметать вот это чувство, да, которое вот вам подсказывает, как поступить. Кроме того, карта говорит о том, что нужно зарабатывать хорошую репутацию, нужно быть честным, нужно законом дружить и так далее, и так далее.
И также карта говорит о том, что вот этот новый поворот в вашей жизни, это и есть ваша удача. И посмотрите, выпадает Джокер для совета, а это как раз и есть все новое, это обновление. Причем, может быть, вы даже до такой степени все поменяете, что и не ожидаете от себя такого. Также карта говорит о том, что, может быть, вам стоит повести себя как-то необычно, не стандартно, чтобы не бояться, в общем, что люди там будут в шоке, да, от того, что вы делаете, или от того, как вы выглядите, или еще от каких-то ваших поступков. Самое главное, что у вас внутри будет такое согласие с собой. Да, вот я именно так хочу делать. Да, вроде бы это там нелогично, или это как-то экстравагантно, шокирующе, но для меня это вот то, что нужно. То есть вот эта внутренняя подсказка у вас есть. Поэтому больше свободы, больше спонтанности, вот такого оптимизма хорошего, да, не когда мы просто слепо смотрим на вещи, да, а мы конструктивно смотрим. То есть у нас есть такой трезвый взгляд, мы видим негатив, мы видим позитив и находим как раз вот то, что нам будет служить, да, такой конструктив, что-то среднее между позитивом и негативом. Вот это будет вам очень помогать. В общем, для вас, скорпионы, вот эта неделя, она вообще вас зовет в новое. Особенно вот эта карта очень часто связана с интернетом, с другими регионами, каким-то расширением в любой деятельности. Здесь может быть какие-то очень резкие переходы, да. В общем, карта говорит о том, что будьте смелее, будьте собой и проявляйте свою истинную сущность. Ничего и никого не бойтесь. Друзья, желаю прекрасной недели скорпионам. Желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось. Всего вам доброго, здоровья и до новых встреч.